Селение Муслах расположено в Рутульском районе на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это небольшое селение цахурцев. Кто бы ни побывал в Муслахе, восхищается его природой. Рядом сосновый лес, водные источники с целебными свойствами, в низовьях протекают реки. С древних времен основным занятием муслахцев было скотоводство в сочетании с земледелием. Разводили главным образом мелкий скот. Зимой его обычно пасли на закавказской границе, а весной возвращали в горы. Так было и до революции 1917 года и в советский период. Жители Муслаха и других селений Горного Магала на всех этапах развития советского, а теперь и демократического российского государства показали и показывают себя подлинными патриотами и поэтому заслуживают уважения. Большую работу по воспитанию подрастающего поколения проводит коллектив Муслахской общеобразовательной средней школы. В далекие 50-е годы в ней работали русские учителя. На сегодняшний день из небольшого селения Муслах вышли 6 человек с учеными степенями. Среди них доктора философских наук, кандидаты филологических и медицинских наук, кандидаты химических наук и профессора. Добрую память хранят муслахцы об уважаемых жителях села, вложивших немало труда и энергии в развитие экономики и культуры села. Важнейшей ценностью для муслахцев является семья. Как правило, семьи у них многодетные. В них высок авторитет родителей, показывающих пример скромности детям. В Муслахе 7 женщин награждены золотой медалью «Мать-героиня». Женщины на своих хрупких плечах стойко выносили и выносят тяготы высокогорных условий, упорно работают, решая нелегкие задачи домашнего быта. А в осенние и зимние дни они занимались производством паласов, сумахов, ковров, которые пользовались спросом в соседних селениях. В начале 50-х годов в Муслахе был построен медицинский пункт и библиотека. В 1956 году селение было радиоофицировано. К тому времени муслахцы уже жили в благоустроенных домах. Многое было сделано в 70-е годы по улучшению водоснабжения. Был реконструирован водопровод, проложенный во второй половине XIX века. Сегодня Муслах электрифицирован. В далекие 50-е и 70-е годы в селении насчитывалось около 100 хозяйств. Со второй половины 80-х годов в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств начался отток жителей в другие регионы республики, частично в Азербайджан. Сейчас в сахурских селениях осталось менее 50% жителей. В Муслахе примерно 40-45 хозяйств. Соответственно, уменьшилось и количество учащихся в школе. Если в 70-е годы в Муслахской средней школе их было 150, то сегодня 35 человек.